Здравствуйте, друзья! Этот выпуск на моем канале о важном, о культуре и ее значении в нашей жизни, об ответственности и вкладе каждого в будущее наших детей. Центр национальных культур для меня – это некое место силы, это то пространство, которое своим как бы случайным появлением в моей жизни добавило смысла, красок, событий и встреч в мою реальность. Уважаемые друзья, мы находимся в Центре национальных культур. Я здесь пою в ансамбле Коми народной песни уже 14 лет. Вот здесь мы можем видеть национальные костюмы, настоящие костюмы, которые дошли до наших дней. Те самые. Мне всегда очень нравится прикоснуться к старине. Предметы быта, одежда, то, чем наши предки жили, что держали в руках. Вот насколько могу аккуратно показать. Представляете, вот это то самое, что они держали в руках, то самое, что было частью жизни других людей. Какие-то мастеровые руки делали эти предметы. Меня лично от такого дрожь по телу и дух захватывает. Все своим трудом, все руками. Красота. Я, как и многие родители, своих детей старалась изредка водить по музеям в отпусках, рассказывала сказки, делая акцент на быте крестьян, потому как сама очень любила эту тему старинного быта, рукоделия, природы, творчества славянского народа. Ансамбль, в котором я пою, называется «Югот Вояс», в переводе с коми языка «Светлые ночи». В нашем репертуаре песни на коми и русском языках. Со своим коллективом мы побывали во многих городах нашей республики Коми. Сыктывкар, столица. Мы приняли участие в мероприятиях к юбилею республики. Усть-Кулом. Мы дважды участвовали в конкурсе авторской песни «Василей» и победили в номинации «Песня о родной земле». Инта. Несколько раз мы приезжали с концертами в этот приполярный город. Марина Владимировна Евдокимова – учитель-дефектолог детского сада компенсирующего вида. По национальности русская. Коми языка не знает, но в коллективе ей очень комфортно. Говорит, коми песни любит всей душой и поет их с огромным удовольствием. Во-первых, это прекрасный тренажер для развития памяти. Это я вам как специалист говорю. Значит, запоминая тексты иностранные, получается, да, мы улучшаем свою память. Просто вызубрить наизусть. А если мы знаем перевод, уже много слов ведь накопилось в словаре за эти годы участия, то и понимаем, о чем поем. Но когда девчонки переводят, там и плачем мы, и смеемся, потому что тексты настолько замечательные и интересные, и шуточные, и плясовые. У нас же очень большой репертуар. Сегодня прозвучит акапельная песня «Сестем Йоль» «Прозрачный ручей». Она о том, как девушка приходила рано утром к ручью и спрашивала о том: скажи мне, чистая вода, а буду ли я счастлива, встречу ли я своего суженого, или судьба моя будет похожа на многих женщин, которые, к сожалению, не удалось так прожить в любви. И вот она спрашивает: скажи мне, ручей, там такая музыка, такой прямо надрыв души. Потом пауза, но молча и холодно течет ручей. Короче, мы ревы все. Мы очень сентиментальны. Женская судьба никому не ведана, загадка. И вот это обращение к духу воды, к духу природы, да, вопрос, наверное, каждую девушку он когда-то волновал. Все пропускаем через себя, плачем. Но сегодня постараемся не реветь, а петь и улыбаться. System, system,
«Печора». Исполнили отчетный концерт в ДК и выступали на мероприятии «Ночь в музее». На фестивале познакомились с ребятами. Это молодой этноблогер Генрих Немчинов. Ведет огромную культурно-просветительскую работу, участвуя в масштабных проектах по сохранению и развитию национального компонента среди молодежи. Коллектив «Гажа Гуляночка», руководитель которого юный гармонист Владимир Трошев, ведет активную работу по пропаганде культуры коми-народа. Он автор и исполнитель множества песен, в том числе в современной обработке. Его яркие клипы смотрит молодежь. Я горжусь встречей с этими молодыми людьми. Ребята проводят огромную работу по патриотическому воспитанию и являются достойными хранителями культуры. У меня в свое время, когда еще сын учился в школе, был такой творческий опыт – смешение двух жанров – народной песни и сопровождение битбокс. Такая проба пера с целью привлечения молодежи к национальной музыке народа коми. На фестивале в Инте я впервые попала в народный хоровод. А у вас был такой опыт? У меня было полнейшее потрясение от неожиданных чувств, ощущений, эмоций, необъяснимые вещи происходили со мной. Я рекомендую каждому попасть на народные гуляния для того, чтобы просто ощутить всю мощь хоровода. Хоровод – одно из древнейших обрядовых действий, связанных с культом солнца. Круг – это древний символ, традиционно обозначающий небеса, вселенную, вечность и непрерывное развитие мироздания. Движение по кругу обозначается словом «коловращение». Хоровод – древняя народная практика, являющаяся и мощнейшим очистительным эффектом для человека и пространства Земли в целом. Хороводы существуют у всех народов. Они имеют действительно магическую силу, сплачивают людей, гармонизуют отношения с миром, приносят радость. А у меня есть мечта – посетить Малые Карелы, музей деревянного зодчества в Архангельске. Я не была там почти 30 лет, но я помню мое состояние до дрожи от прикосновения к памятникам славянской старины. Сейчас, когда я погружена в рукоделие и даже веду свой канал, тяга в этот музей ощущается особенно остро, а это значит, надо ехать. Даже находясь в отпуске за пределами Республики Коми, мне очень хочется транслировать нашу культуру и делиться замечательными коми-песнями с людьми. На земле моей, где солнечный луч редкий гость, где в покров уже снега по грудь, и куда не бросишь взгляд снег, снег, но даже гордая птица-лебедь плачет от красоты земли своей. Там, далеко на севере, город мой, мой дом. Где нам чудо
силы щелем, вичертедиш міча, мічаних, п'ятикільче вилету, все в тебе сила. Щелем вичертедиш мічаних. С праздником всех! Уважаемые взрослые, рассказывайте детям о малой родине, водите их в музеи, залы этнографии. Пусть разговоры и культурные походы станут доброй традицией в ваших семьях. Будьте примером для окружающих людей. Давайте беречь нашу память, давайте уважать старину, давайте хранить и возрождать старинные ремесла, возрождать культуру, беречь. Как сказали мудрые люди, тот, у кого нет прошлого, у того не будет будущего. Давайте беречь наше прошлое. Давайте его беречь.